Хорошо выглядеть, быть уверенной – это, пожалуй, это дело выбора. Женщины зачастую, они испытывают чувство вины за то, что они выбирают в этот момент себя. А как наша фэшн-индустрия, она не тянет на название фэшн-индустрии. Крымская татарка, она должна себя баловать. На моде уже можно зарабатывать? Если есть такой запрос менять ситуацию, менять мироощущение, то, наверное, нужно начинать с основ. Если мы не будем ставить перед собой цели собственные, тогда мы будем достигать чужие цели. А нам этого не хочется. Вы все, наверное, смотрели популярный одиозный фильм вместе с прекрасными Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй «Дьявол носит Прада». В нем одна из героинь фильма, Миранда, тот самый дьявол, произносит пламенную речь о происхождении небесно-голубого цвета в мастерских именитых модельеров и его дальнейшую жизнь в масс-маркете и синтетических свитерах. Об этом монологе мне напомнила Халиде Ханум Челенгирова, и сегодня я рада приветствовать профессиональный дуэт Халиде Ханум, Асие Ханум. Селям алейкум, хош келдіңіз. Асия Ханум, первый вопрос я сразу к вам адресую, если позволите. Мода и вправду касается каждого из нас? Или же, ну, это, скажем так, этот монолог, который произошел в фильме, всего лишь киношная сцена, в которой происходит переосмысление героини вот каких-то своих взглядов? Мода и красота, она, конечно, касается каждого из нас. Эти понятия, они пересекаются, но не всегда совпадают. Мода очень часто стремится к красоте, и наши тренды, они зачастую вдохновляются эталонами красоты, такими как симметрия, либо же это какие-то фактуры красивые, либо же гармония цветов. И это очень часто становится и модным. В чем же различие, да, моды и красоты? Очень наглядный пример в том, что мода, она изменчива, очень быстротечна. То есть то, что популярно сегодня, находится на каком-то хайпе, да, завтра совершенно может утратить свою актуальность. А красота — это вечное, да, состояние, и эталоны красоты, они вечные. Это как константа. Также мода может быть и искусственной, потому что... Что это значит? Это значит, что над модой работают большие корпорации, маркетинговые стратегии выстраиваются, и мода, она навязывается, тренды могут навязываться. А у красоты совсем другие понятия, совсем другие природные принципы. Красота, она индивидуальна? Или есть все-таки стандарты какие-то, вот, по которым, ну, такое лекало красоты, имеется такое понятие или нет? Ну, я думаю, что это дело вкуса, потому что что красиво для одного, может быть уродливым для другого, или не приниматься, или не вызывать эмоций, так скажем. Потому что основная цель — это, наверное, вызвать эмоцию, да? То есть есть какие-то стандарты красоты, искусство, то, что общепризнанно считается красивым, прекрасным. Естественно, мода вдохновляется всем этим. Но не всегда то, что модно, красиво, и не всегда то, что красиво, модно, так скажем. Да, и то, что транслируется на модных показах, не всегда носибельно, не всегда комфортно. Это гиперболизированные какие-то формы, либо несуразные украшения, и примерять каждому человеку это на творчество, себя, в первую очередь, да? Да. Это не есть правильно. Нужно прежде всего руководствоваться внутренними чувствами, и именно тогда это будет выглядеть красиво. Модно и красиво пересекаются? Да, пересекаются. Пересекаются все-таки? Пересекаются. Халиде Ханум, мы уже вместе с вами, с Асие Ханум и с Юнусбеем Джемилевым немного обсуждали тему фэшн-индустрии на бизнес-форуме ярмарки Ахмеджит Базар 2024. Да. И тогда тоже говорили про
про красоту, про моду и про то, какая она крымско-татарская женщина. И тогда вы сказали очень интересную фразу, на которую отреагировала, кстати, публика, про то, что крымско-татарская женщина неуверенная в себе. Ну да. Да. Такой вывод – это результат вашего участия в проектах Holiday Fashion и прочих? Да? Смотрите, я могу судить только по своему опыту. Да? И так как я была ведущей долгое время популярных проектов Шерфе Fashion, затем Holiday Fashion. Я работала постоянно с женщинами, и, естественно, у меня уже сформировалось определенное мнение о том, как они себя ощущают, так скажем. И поэтому, да, я так считаю. Возможно, ситуация меняется. Я давно не веду этот проект, да. Сейчас такая эра глобализации, информации, и конечно же, это отражается на людях, на женщинах, меняется самоощущение, потому что информации очень много для того, чтобы работать над собой. Да? Очень много разных курсов, много разных информационных ресурсов, которые позволяют развиваться. Да? Я очень надеюсь, что ситуация меняется. Сейчас не нужно участвовать в проекте, да, с известным стилистом для того, чтобы хорошо выглядеть. Как я уже сказала, да, что есть очень много информационных ресурсов, которые позволяют следить за модой. Из любой соцсети можно подчеркнуть, даже если там, из бесплатных источников, да, из бесплатных ресурсов можно получить информацию о том, как там следить за собой, да, какие там тренды сейчас. То есть все что угодно, было бы желание. Да? И опять же, хорошо выглядеть, быть уверенной, это, пожалуй, это дело выбора. То есть можно впасть в жертву и сказать, что у меня там не хватает денег или у меня там нет времени, да, и как бы вот находиться в этом состоянии, а можно как бы развиваться. Социальные сети, вот, ну, вы точно следите за этими трендами и так далее? Не так, как хотелось бы. Да? У меня не так много времени свободного, чтобы... Но из того, что вы наблюдаете, да. Как бы вы оценили вот те предложения или те уроки, условно, да, которые предлагаются в этих социальных сетях женщинам? Условно говоря, я соберу вашу капсулу. Я не знаю, ну, я не могу сказать, ответить на этот вопрос, потому что я не слежу. Я знаю, что это существует, это есть. Но как бы какие там ресурсы и все остальное, я думаю, что достойные есть хорошие коучи, которые предлагают достойное обучение. Асия Ханум, что вы думаете по поводу крымско-татарской женщины, вообще женственности как таковой у нас? В силу того, что я нахожусь уже долгое время в сфере бизнеса, и мой бизнес связан с одеждой, я наблюдаю определенную тенденцию, да, какая она крымско-татарская женщина. Да, она отличается своей уникальностью, природной красотой невероятно. Красивая крымско-татарская женщина – это факт. Но и интересные моменты тоже для себя подчеркиваю. Допустим, замечаю то, что наши женщины, примеряя на себя те или иные образы, да, в примерочных, да, перед зеркалом, она смотрит на себя, знаете, как будто чужими глазами, чужим взглядом. То есть она оценивает себя взглядом общества. То есть окружающих, окружающих ее людей, подруг, возможно, мужа, членов семьи. И при этом теряют свое внутреннее самоощущение. То есть такое. Это не самовыражение? Да, это не у всех, конечно, но зачастую я наблюдаю такую тенденцию. И очень хотелось бы, чтобы они доверяли своему внутреннему импульсу прежде всего. Это, наверное, пример навязывания, да, определенного образа, который вот, воспринимается ими как считывается. Эталон. В соответствии с тем стандартом, который есть. Да? Да. И еще одно такое интересное наблюдение, что, к сожалению, наши женщины, приобретая одежду, они испытывают чувство вины за трату денег. Ну вот это то, как раз-таки, о чем я говорила. Да, потому что, к сожалению, сколько бы времени ни прошло с момента трагических событий нашего народа, до конца эта травма, эта рана, она не зажила. Да. И это в моей области считывается именно тем, что женщины зачастую они испытывают чувство вины за то, что они выбирают в этот момент себя, а как будто
ну нельзя, пока нельзя. И синдром вот этой отложенной жизни. Что нужно еще? Вот нам обеспечить семью, нужно лучше, может быть, я детям, да, и мой посыл, чтобы мы не откладывали свою жизнь и свои желания, да, и выбирали себя. Это прежде всего разговор о себе и о любви к себе. Вы знаете, я думаю, что эта тема на самом деле очень глобальная, да, то есть она берет свои истоки с детства, с воспитания, с ценностей семейных, и тут уже, ну, как бы, ну, невозможно выдернуть женщину из социума и рассматривать ее вот... Безотносительно всего контекста. Да, безотносительно всего контекста, в котором она живет, да, чем она руководствуется. Поэтому... Если есть такой запрос менять ситуацию, менять мироощущение, то, наверное, нужно начинать с основ. Да, с тех, которые закладываются. Я хочу сказать о том, что крымская татарка, она должна себя баловать красивыми украшениями, красивой одеждой. Она, во-первых, это и заслуживает, действительно. И мода, она неотъемлемая часть нашей культуры. Она не возникает вот сейчас. Модными были крымские татарки в период Крымского ханства и в 19-20 веке. Я недавно, знаете, посетила очень интересную лекцию «Крым-татар инжелеры». И спикером там выступала Евелина Асанова. Очень интересная была лекция, почерпнула для себя невероятный пласт знаний. И там рассматривали такой фотоснимок семьи Челеби 1905 года. Вы знаете, вместе с аудиторией мы почитали, сколько на ней видов было украшений. Это среднестатистическая, как заявила Евелина, девушка, да, семья, молодая женщина, недавно вышедшая замуж. На ней было 11 видов украшений, и это разные украшения, а позиций еще больше было. То есть это эфес, атрибут безусловный, да, нашего крымско-татарского костюма. Это и топелек, украшение, которое поверх феса надевался. Это и белезлеклер, наши браслеты, по 2 с каждой стороны. В 20 рядов речной жемчуг. Нагрудное украшение герданлых, эльван-пу, то есть и, конечно же, кушах, это символ нашего костюма. Серьги, бусы, еще филигранная красивая сумочка. Все это о чем говорит? О том, что мы неотрывно связаны с модой, и то, что мы большое внимание должны и можем уделять моде и одежде. Есть еще скажем так, один тезис, который, опять же, меня зацепил, который был произнесен все тем же Юнусбеем Джумилевым. Он поделился многими инсайдами, так сказать, рефлексиями собственными про мужской стиль. То есть мы так много проговорили про женский, но я знаю точно, что вам есть что сказать и по поводу мужского стиля. Он высказал такую мысль о том, что, если я не ошибаюсь, он назвал его карго-стиль. На форуме, да. Как мне показалось, это была характеристика не про моду, а про стиль поведения. Уж простите за такую фразу мою, про повадки мужика, а не про достоинство, да, грубо говоря. Я так, извините, на дворовой язык перешла, да, но тем не менее. То есть карго-стиль как... такое, знаете, не проявление какого-то мужского достоинства, да, и стиля как такового, а про какие-то просто вот дворовые условно тенденции. То есть его немножко смутила вот эта вот тенденция на этот условный карго-стиль. Как вы оцените мужской стиль крымско-татарских наших мужчин? Вообще, мне кажется, он сказал не карго-стиль, а кавказский стиль. Это... с намеком на Кавказ. Тенденция идет с Кавказа. Да. Так она не только у мужчин, она вообще повсеместна. У женщин тоже это проявляется. Я это связываю с тем, что связывает нас религиозное убеждение и связи, к сожалению. Мы смотрим туда, хотя мы достойны того, чтобы создавать свой собственный и неповторимый стиль. Смотреть внутрь себя, да. Это как-то отражается вот на, я не знаю, на поведении мужчин. Это определяет ровно так же, скажем так, самоощущение, да, ровно так же, как и у женщин. Не хочется обобщать, да? Всех. Естественно, мы говорим Есть такая тенденция, да, я согласна с Юнусом, потому что есть такая тенденция, к сожалению, она больше присутствует среди, так скажем,
взрослых подростков, или как можно их обозначить, молодых парней, да, вот, которые еще не обладают, может быть, нестабильны в своем самоощущении, да, и, скорее всего, они схватывают какие-то моменты, которые им нравятся. Да, на поверхности. Но они же не смотрят в глубину всего этого процесса, да, вот им там что-то понравилось, они переняли, но... Ну да, есть от этого не уйти. Что есть, то есть. Да. Да. Если говорить о мужском стиле, да, продолжая этот разговор, возможно ли вот все то, что у нас сейчас появилось для мужчин, да, там отдельные футболки и так далее с надписями, принтами, может ли вот эта вот этническая тематика, да, и это предложение, ну, я не знаю, как здесь правильно назвать. Вы про этнические футболки? Да, да. Заменить, так сказать, это создает какой-то, ну, стиль, это конкурентно вот с той моделью поведения, которая, ну, скажем так, навязана нам из Кавказа? Однозначно может. Может, но конкурентно. Конкурентная, да, и мы видим, насколько этнические мотивы и национальные элементы, внедряясь в современные образы, они популяризируются среди нашей молодежи. В частности, крымско-татарские женщины, они очень патриотичны, и если они находят ту одежду, подходящую им с этническими элементами, то они скорее приобретут ту одежду, на которой мы считываем национальный колорит. И это очень радует. Ну вот кроме отдельных предложений нашим мужчинам или молодым парням, так называемым, да, в мужском стиле мы успеваем, ну, не то чтобы конкурировать, а предложить нашим молодым людям вот тот какой-то особенный, неповторимый образ. Успеваем мы это сделать, нет? Ну, то, что мы заметили, это то, что после Урба произошел такой резкий скачок, так скажем, наша фэшн-индустрия, она не тянет на название фэшн-индустрии, но эти попытки создать какое-либо производство, да, потому что это смысл, какое-то предложение, производство, они стали более активными, да, так скажем. То есть появилось больше предложений именно этнического характера и для мужчин, и для женщин, и это очень радует, потому что это только начало. Ну, то есть мы сейчас как бы на истоках, можно сказать, стоим всего этого. Мы, конечно, завели эту машину, но мы еще в коробке передач на первой скорости. Но путь наш очень длинный. Ну, надеемся, и мы видим конечную цель. Да. Продолжая наш разговор, ну, давайте будем честными перед зрителями в первую очередь. Да? То есть у нас, я имела честь уже с вами пообщаться задолго до вот сегодняшнего дня съемок. И в нашем разговоре прозвучала такая фраза: «Мода в масштабах личности, эмоция, а в масштабах общества деньги». Что это значит? На моде уже можно зарабатывать? Весь мир зарабатывает. Так, а у нас? А мы не исключение. Мы не находимся в каком-то временном вакууме, ни в какой яме. Мы развиваемся также и соответствуем всем веяниям и моды, и времени. Конечно, на моде можно зарабатывать, монетизировать ее. Тот спрос, который существует сейчас в обществе, мы на него пытаемся ответить. И то, что мы сейчас, прогуливаясь на улицах наших крымских городов, то, что мы посещаем мероприятия и наблюдаем образы крымско-татарских дизайнеров и брендов, мы уже считываем, мы можем уже понять, какому дизайнеру принадлежит то или иной образ. Конечно, что это как не популяризация и не монетизация моды. А вот мы уже несколько раз упомянули, да, вот эти вот новые образы, которые с этническим каким-то включением, да, с каким-то этническим колоритом. Это уже мода или это всего лишь дизайн? Как бы вы, в какую категорию бы поместили все те инициативы, которые у нас сегодня есть? Ну, дизайн – это часть моды. Да, это неотрывные понятия. То есть они параллельно существуют или как? Ну, мода – это очень объемное понятие, да, сюда включается и мода как искусство. То, что мы видим на подиуме, да, это то же самое, как высокая живопись, только высокое искусство в плане шитья, так скажем, да. Или мода как производство одежды, предложение этой одежды, как навязывание трендов, да. То есть мода как дизайн – это поиск интересных решений. То есть мода, она очень многогранна.
Какие бы тренды вы выделили вот в нашей моде, скажем так? Ну, помимо того, вот очевидного такого этнического... Крымско-татарской? Да, татарский у нас популяризация через этнические мотивы нашей культуры, истории, традиции. Это большой пласт наследия, которое мы должны бережно сохранить, развивать, возрождать для того, чтобы последующие поколения могли этим пользоваться. Я могу сказать о том, что, так как являюсь тоже владелицей бренда, на определенном этапе развития у меня щелкнула такая культурная установка, что мы должны создавать что-то свое, этническое, ведь намного приятнее зарабатывать деньги, скажем так, при этом продвигая некие смыслы и мысли. Была создана, по своему примеру расскажу, была создана коллекция свитшотов, которая была актуальна, носибельна, и она пользовалась, эта коллекция, большой популярностью. На ней были нанесены фразы из нашей легендарной песни «Эй, Гузель, Крым». И вы, наверное, согласитесь, что это не только слова, выдернутые из песни, эта фраза несет сакральный смысл для нашего народа. И когда тебя встречают в подобном свитшоте, у тебя там внутри что-то ёкает, да, и ты понимаешь, что человек тебе что-то хочет донести, он свой, и он еще помнит про ту боль, он хранит это в сердце. Также была создана коллекция, вот как раз стимулом для создания ее стала Ахмедшит Базар, ярмарка. Создана коллекция кепок, где были нанесены наши старые названия городов. Карасу-Базар, Кизлев, Ахмеджит. И прописали мы еще годы основания этих городов. То есть мы вовлекаем через моду, посредством моды нашу молодежь, ознакомливаем ее, можно сказать, такие маленькие штришки, да, стишки, ознакомливаем и с историей. Вот это вот, ну, я это называю такой региональной пропиской или этнической пропиской, да, то есть когда ты одеваешь, ну, какую-то одежду, и по ней ты уже понимаешь, кто ты есть, да, такая идентификация себя происходит. Значит ли это, что нам, по сути дела, вот достаточно нанести на одежду вот что-то этническое, и на это удовлетворит наши запросы на, вот, на моду, на одежду, да? Это так или нет? Я думаю, что этого недостаточно. Очень важно, чтобы то, что мы создавали наши дизайнеры, крымско-татарские и бренды, чтобы это было актуально и соответствовало тому духу времени, в котором мы живем. Самый главный показатель того, что мы создаем носибельную одежду, это когда не только представители нашего народа приобретают собственные, да, изделия нашего крымско-татарского народа, но и представители других национальностей, а это происходит. Они с удовольствием носят... Их не смущает Харасу-Базары? Их не смущает, да? Нет. Им нравится дизайн. Мы же носим кепки с надписью «Лос-Анджелес», «Бруклин», «Нью-Йорк», да, и нас же это не смущает. Мы не думаем о том, что нам просто нравится дизайн, нам в этом комфортно. И если мы создаем такие носибельные образы и изделия, и это пользуется популярностью среди представителей других народов, вот это круто. Вот это уже мы немножко выходим за рамки вот этой, как вы сказали, региональной прописки. Да. Я думаю, что это показатель успеха. Я думаю, что это могла бы быть цель такая, да, чтобы наша крымско-татарская мода влияла на мировые тренды, так скажем, да, чтобы настолько актуально ее сделать. Это глобальная цель. Да, это глобальная цель. Для того, чтобы, ну, как бы носить такую одежду было вообще честью и модно. Создать всем узнаваемый крымско-татарский бренд. Наших амбиций, наших ресурсов, наших возможностей хватит для этого? Ну, вы знаете, что, наверное, тут надо включить осознанность, да, и
Так можно сидеть и очень долго, ничего не делая, сожалеть о том, что нет возможностей, ресурсов, и мы маленькие, и неспособные. На самом деле, я думаю, что мы способны, и у нас очень много талантливых людей. Я, конечно, сейчас сказала талантливых, но на самом деле я не придаю большое значение таланту. Я считаю, что это 10%, да, от успеха. Все остальное – это настойчивость, упорство и труд. Да. Поэтому мы способны, конечно же, вывести нашу моду на тот уровень, когда она станет популярна во всем мире. А знаете, почему это возможно? Потому что мы на своей родной земле, и она нас питает. Очевидный ответ на вопрос. Да, это не простые слова, да, в них действительно есть смысл. Ну, наверное, потому что мы уверенно стоим на двух ногах здесь, да, для нас это как бы естественная среда наша. Ну, безусловно, я этот разговор с вами не могу, в этом разговоре с вами я не могу не затронуть тему про Urba Fashion, да, то есть вы уже четко ассоциируетесь с этим проектом. Ну и в этом смысле, мне кажется, вот все то, что вы делаете, каждый там в своей сфере, да, оно, естественно, ну как-то, я не знаю, преображает, меняет и общество, с одной стороны, и людей, да, меняет их взгляды, и отношение, самое главное, и к себе, и к тому, что они одевают, да, как они выглядят. И поэтому Urba Fashion, мне кажется, это вот такой маркер, да, того, что с нами происходит. Когда на подиуме люди представили свои коллекции и показали и наше, скажем так, и наше мировоззрение, и наши тренды, да, в которых мы живем, и те запросы, которые мы готовы удовлетворить, да, и потребность, которую мы способны, скажем так, удовлетворить. Поэтому Urba Fashion, да, первый проект, прошедший зимой, он вызвал шок у всех, он вызвал просто восторг у всех, потому что это было сделано на таком великолепном и высоком уровне, что, ну, такое просто эстетическое удовольствие. Да? Я, к сожалению, не попала на этот проект, не видела это воочию, но даже то, что мелькало в социальных сетях, оно, ну, действительно, глаз просто разрывало от всего того, что ты наблюдаешь там. Чем этот проект был для вас? Urba Fashion – это не просто показ, и целью не было просто продемонстрировать коллекции крымско-татарских дизайнеров и брендов. Это прежде всего про успешность нашего народа, про то, что мы должны и можем быть успешны в различных сферах жизни, в том числе и в моде. Мы выявили новые крымско-татарские имена дизайнеров, мы дали стимул для того, чтобы развивались в этом направлении наши модельеры, чтобы мы дали импульсы для продвижения крымско-татарских брендов. И показ — это эффективный рычаг по продвижению нашего народа для того, чтобы о нем узнали далеко за пределами Крыма. Задавать тренды — это наша прямая обязанность. И мы достойны этого, и мы можем это делать. И посредством показа окунуть в атмосферу талантливых дизайнеров, в атмосферу культуры нашей, истории, ценностей и красоты. Я думаю, нам это удалось. Удалось, однозначно удалось. Как пришла такая мысль создания
расскажу вам кухню. Давайте, делитесь. Я участвовала, да, как со своим брендом, участвовала в различных крымских показах и видела всю эту кухню изнутри. Для себя отмечала какие-то галочки, чтобы мне не понравилось, чтобы понравилось как зрителю, наблюдая за этими показами. И такая культурная установка щелкнула, да, и захотелось создать нечто свое, привнести в наш народ очень крутой проект, который раскроет в полной мере всю красоту, самобытность и аутентичность нашего народа. Собрав команду профессиональную, моя опора в этом проекте Халиде Челенгирова, она стала стилистом главным этого проекта. Чоксахлсон, потому что она поверила в меня. И вообще все участники, я как бы впервые организовывала подобный проект. Для меня он пилотный, но они поверили всем тем моим словам. Это сейчас уже легко себя как бы позиционировать и показывать видео, да, сурба и фотография. Да. А тогда они должны были полагаться лишь на мое имя и на мои слова, как это должно быть. Но благодаря слаженной команде, высокому профессионализму всех членов этой команды нам удалось реализовать все намеченные цели. Халида Ханым, чем для вас стал проект Урбафэшн? Я рада, во-первых, что я стала частью этого проекта, да, потому что всегда приятно участвовать в интересных мероприятиях, а когда они удаются еще и успешными, это вдвойне приятно. Естественно, мы приложили к этому все силы, весь наш вкус, все наши знания для того, чтобы он стал подобным. Да. Ну, я могу сказать, что Асие красиво все рассказывает. Но на самом деле это большой труд. Да, я не договариваю о тех на самом слезах, деле которые это были. Большой труд, и это, я думаю, что при другой команде не было бы этого результата. Я думаю, что это заслуга людей, которые работали, которые приложили максимум усилий, но, естественно, насмотренность, вкус и желание сделать что-то очень крутое, потому что на самом деле очень много проектов и с большими бюджетами, да? на организацию которых выделяются большие бюджеты, действительно большие бюджеты. Но мы видим по факту то же самое, что и обычно, так скажем. Обычные мероприятия, да, там ничего оригинального. Ничего оригинального. Тут сработала вот эта синергия. Да, синергия, наверное, людей, мыслей, и получилось то, что получилось. Как думаете, фишка прошедшего Урбафэшн? В чем она главная фишка? Или их может быть несколько? В том, что пазл сложился. Команда. Команда, участники, гости, которые пришли. Та заданная атмосфера, которая была перед Урба, их окунула в мир фэшн. Ну, скажем так. И они уже такие подготовленные пришли и очень красивые. Все очень красивые и стильные. Я хотела это отметить, потому что они, безусловно, так же, как и мы, создавали эту атмосферу. Они не знали, куда они придут. Это было первое мероприятие. Да. Но это удивительно, что мы вообще благодарны Наши вибрации гостям. Совпали с нашими гостями. Вы задали тон своими промоушен-роликами. Это, кстати, вот про атмосферу. Да? Вот очень много людей нам звонило после мероприятия. Они делились своими ощущениями. Конечно же, мероприятие было классно проведено, организовано и все остальное, но люди говорили о той атмосфере, в которую они попали, да, то есть это нечто неуловимое, то, что нельзя объяснить словами, но то, что повлияло на них. Это вот эта энергия, которая там присутствовала и которая просто какой-то радости и счастья, я бы так выразила. И энергия успеха. Да. В этой области. Те треки, которые звучали на Урба, они были специально прописаны. Я думаю, что внимание к мелочам в этом проекте
и детали. Да, мы слишком... Это тоже фишка успеха, да? Это тоже, безусловно, фишка успеха. То есть ничего не бывает просто так. Я знаю, что вы не захотите честно ответить на этот вопрос, но я все-таки попробую его вам задать. Как вы оцените вот те коллекции, которые участники Urban Fashion представляли зрителю, представляли нашему большому обществу, так сказать, на обозрение? Как бы вы оценили или, ну, хотя бы, окей, не оценили, но поделились впечатлением, скажем так, от этих коллекций? Все постарались. Вы знаете, наряду с тем, что я организатор этого проекта, я и участвовала со своим брендом и дефилировали модели в наших образах. Поэтому не совсем этично, наверное, будет как бы давать оценку, так как я тоже участник, своим коллегам. В целом все коллекции были пропитаны этническими нотками и выглядели достойно. Большая заслуга в этом и Халиде, потому что практически над всеми проходками, да, и образами, которые были представлены, свою руку приложила, конечно, и Халиде. Мы где-то добавляли аксессуары, где-то там различные украшения, все это сработало. Ну, давайте так. Я уже знаю немножко инсайдовской информации, да, от вас, и знаю, что вы готовитесь к новому Urban Fashion, ко второму Urban Fashion. Да? Приоткроете немножко такую, скажем так, интрижку сделаем, дадим анонс этого проекта. Да, мы готовимся к новому проекту, второму сезону «Быть». Ура! Сейчас мы на стадии переговоров по поводу локации. Очень хотелось бы, чтобы эта локация была более масштабной, чтобы мы посадили как можно больше гостей, потому что очень много обиженных людей, тех, кто не попал на первый сезон. Конечно, главная задача, чтобы мы нашли такую локацию, которая поместила бы большее количество людей. Да, хотелось бы проговорить о том, что наши дизайнеры, молодые дизайнеры, новые имена, возможно, те, которые не попали на Urban Fashion 1, они заявили о себе, они пришли к нам, мы открыты к обсуждению, пришли, готовились к этому показу, отшивали коллекции. И, возможно, есть у нас в народе те алмазы, о которых мы не знаем, да, и Урба станет прекрасной огранкой для них, и мы проявим новые имена. Вы говорили про минусы в первом Urban Fashion, да, в первом Urban Fashion 1, да? Urban Fashion 2.0. А какие будут требования? Будут ли они учитывать вот весь тот прежний опыт, который был? Что-то поменяется, требования к участникам, я имею в виду? Конечно же, предпочтение мы отдаем в коллекциях этническим мотивам для того, чтобы сохранить культурное наследие нашего народа и идентифицировать себя как народ. Мы не должны терять вот эту связь. Это приветствуется. Хотелось бы, чтобы эти коллекции были капсульные. То есть целостный образ. Целостный образ, да, чтобы от и до, от одного дизайнера и от одного бренда мы видели весь образ. И по количеству образов минимум 20, максимум 30. Потому что если мы берем большую локацию, для этого нам нужно большее количество образов. Мы выходим на новый уровень. Появилась площадка, на которой они могут продемонстрировать свои коллекции. Это очень важно, потому что люди не могут просто в стол шить, да? Ну, конечно, да. Это не мотивирует точно. Вообще не это мотивирует. Колоссальный стимул для того, чтобы развиваться, потому что ему уже есть где это показать. У нас большие планы в плане промо, да, в плане продвижения дальнейшего этого показа, поэтому я думаю, что будет полезно участие в подобном проекте для всех молодых и немолодых дизайнеров. Это будет даже не то, что полезно, это будет шикарный, интересный опыт для дальнейшего продвижения себя вообще в мире. Вот заговорили про мир. Теперь у нас уже есть за плечами опыт Urban Fashion 1.
У вас огромный опыт в своей практике, да, что называется, со своими брендами. Мы теперь можем вывести это понятие крымско-татарская мода, современная крымско-татарская мода. Что это? Можно уже говорить о каком-то вот сложившемся, да, определении? Я скажу, как я понимаю это понятие, да, как я понимаю крымско-татарскую моду. Пожалуй, это мода, которая есть, вот крымско-татарская мода, да, это то, что носилось крымскими татарами там на протяжении какого-то периода. Мода как-то претерпевала изменения, менялась эта одежда. Современная крымско-татарская мода — это, пожалуй, это такая интерпретация некая, да, вот этой классической крымско-татарской одежды, современная интерпретация этой одежды. То есть каждый дизайнер, исходя из своего воображения, так скажем, да, может пропустить через себя и выдать новый результат. Это может быть работа с формой, это может быть работа с кроем, это не обязательно, знаете, как все зацепились за принты, да, за вышивки, за то, чтобы там их переносить на современную одежду. На самом деле это простой путь. Можно идти другим, более сложным, но интересным, да, и более важным путем. То есть работать над кроем, менять его, модифицировать, интерпретировать по-своему, так скажем, да, материалы. Допустим, войлок, насколько потрясающий материал. Да, мы не проговорили. Классический, крымско-татарский. Это наш материал, да. То есть работа вот с материалами, работа, естественно, с декором, с цветом. И, конечно же, с принтами, с орнаментами, которые тоже, если бы они дошли до наших дней, они бы тоже претерпели изменения. Скорее всего. Да. Интересно, какими бы были популярные принты годов так 20-х, 30-х. Та же одежда, которая была, она бы дошла сегодня совершенно в другом виде. И можно даже как бы попробовать представить это. Асия Ханум, как вы считаете, что есть крымско-татарская мода, современная крымско-татарская мода? Крымско-татарская мода — это богатая такая многогранная система, которая отражает связь, глубокую связь народа с его историей, традициями, с ценностями. И к большому счастью, что наши крымско-татарские дизайнеры вдохновляются этим наследием. И элементы традиционные привносят в современные образы. И вот как проговорила Халиде, признаками нашей крымско-татарской моды являются это и вышивка, это и орнеклер, наши узоры, это и, конечно, натуральные ткани, которые преобладали в одежде крымских татар, это и украшения, да, которые просто являются кладезью нашего народа, для культуры нашего народа, потому что их легко отличить от ювелирных изделий других народов мира. Это, допустим, епишлих-хушах, который имеет форму остроконечного виноградного листа. Он легко считывается, что это крымско-татарский, потому что нигде больше в мире такого нет. И вот эти все особенности мы собираем в одну копилочку, трансформируем, модернизируем и вносим в современные образы. В этом направлении нам нужно работать, не бояться брать инициативу в свои руки и достигать уже своих целей. Если мы не будем ставить перед собой цели собственные, тогда мы будем достигать чужие цели. А нам этого не хочется. Ну да, тогда мы будем следовать чужим каким-то лекалам, чужим стандартам, чужим каким-то орнаментам и прочим вещам. Опять же, опираясь на ваш опыт, куда дальше будут дрейфовать, ну, такой маленький прогноз, маленький модный прогноз, куда будет дрейфовать крымско-татарская мода? Исходя из того, что вы уже наблюдаете, или исходя из того, что уже произошло, да, было представлено. Я бы не согласилась с этим понятием «дрейфовать». Мне кажется, это не про нас. Корректируйте меня. Потому что дрейфовать, ну что значит, мы будем полагаться на попутный ветер, либо на волю случая. Мне кажется, сейчас время успешных людей и время таких запредельных возможностей. Поэтому у нас должна быть выработана своя собственная стратегия развития в модной сфере,
четко придерживаясь правильного вектора в этом направлении, собрав комьюнити из специалистов, из наших мастеров, из наших вышивальщиц, дизайнеров и людей, которые профессиональны в этой области, мы должны идти шаг за шагом и популяризировать наш народ и нашу культуру. Кто задает тон? Модная индустрия или в нашем крымско-татарском случае? Или все-таки общество дает запрос вам, а вы реагируете на это? Каков процесс в нашем случае? Я думаю, что процесс и в ту, и в другую сторону двигается. То есть это и тренды влияют на нас, и мы на тренды. В своем узком, так скажем, пока еще в нашем небольшом кругу, да? Локально. Да, локально. А так, естественно, у нас большие планы в этом направлении. Обычно сначала возникает мода, а потом происходят вот такие большие проекты, как Urba Fashion. В нашем случае, я так понимаю, все происходит от обратного, да? Какие ожидания? Кто сказал, что мы должны быть похожи на других? Чох Саунус, я благодарна вам за то, что вы уделили время, нашли возможность прийти к нам в студию и поделиться и амбициями, и планами, и своим впечатлением от того, что происходит у нас в нашей модной фэшн-индустрии, да, в нашей фэшн-индустрии. Чох Саунус — это был проект «Миркес». Мы говорили про фэшн-индустрию, про моду. И совершенно определенно крымско-татарская мода — это не дрейфующая индустрия. У крымско-татарской фэшн-индустрии есть цель, есть амбиции. И с такими проектами, как Urba Fashion, они точно будут реализованы. Чох Саунус, Горушкенджи.